Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования. Мы совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в лице нашего эксперта, заведующего отделом клинической эпидемиологии Михеевой Еленой Петровной, продолжаем серию вебинаров, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции. Предыдущий наш вебинар был посвящен путям заражения, способам профилактики ВИЧ-инфекции. Сегодня мы поговорим о диагностике и лечении данной инфекции. Следующий вебинар «Беременность и ВИЧ-инфекция» запланирован на ноябрь. Вебинары можно просматривать как в режиме онлайн, так и в записи на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Видеозал». Заходим на официальную страницу Коми Республиканского института развития образования, заходим во вкладку «Видеозал», далее выбираем вебинары, семинары, совещания и находим вебинар соответствующей тематики. Помимо вебинаров, сотрудниками Коми Республиканского института развития образования и Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями разработан обучающий онлайн-модуль «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах». Содержание этого модуля размещено на портале «Единая система дистанционного обучения Республики Коми». Заходим на данную платформу, выбираем «Образование граждан», далее «Открытые курсы», далее «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах». Регистрируемся и изучаем представленный материал. По изучению данного материала вам будет предложено ответить на вопросы итогового теста. По завершению обучения, успешно прошедшим тестирование, будет выдан электронный сертификат установленного институтом образца. Итак, мы приступаем к нашему сегодняшнему вебинару. Он называется «ВИЧ-инфекция. Диагностика и лечение». Данный вебинар ведет заведующий отделом клинической эпидемиологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Михеева Елена Петровна. Елена Петровна, вам слово. Добрый день всем. Так, сейчас, значит, где мы открываем? Угу. Я сюда пересяду, да? Не будет видно. Начало слайда. Пока слайды видно. Обычно пока слайда, весь начало слайда. Начало слайда. Ну, продолжаем наши темы по профилактике ВИЧ-инфекции. И сегодняшняя тема у нас лабораторная диагностика и лечение. Лабораторная диагностика и антиретровирусная терапия основана на строении ВИЧ-инфекции. Вот здесь показан рисунок, из чего состоит: из рибонуклеиновой кислоты, 3 ферментов протаза, интеграза и обратно транскриптаза и белки. Все лабораторные исследования на ВИЧ и существующая антиретровирусная терапия для населения проводятся бесплатно. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Только лабораторное исследование сможет подтвердить или опровергнуть, есть у вас ВИЧ-инфекция или нет. Лабораторное исследование основано на нахождении белков, гликопротеидов ВИЧ в сыворотке крови тела человека. Исследование проводится в 2 этапа. Первый этап – это иммуноферментный анализ.
Первый анализ, с которым сталкивается пациент при обследовании на ВИЧ. Метод ИФА определяет наличие в крови антител. Обследование на ВИЧ рекомендуется пройти всем, кто имел хотя бы одну рискованную ситуацию, о которых мы говорили в предыдущем вебинаре. Первое. Если иммуноферментный анализ на ВИЧ отрицательный, значит вы здоровы. Второе. Если иммуноферментный анализ на ВИЧ положительный, это говорит о том, что у вас присутствуют антитела в крови. Значит, и вирус присутствует. Однако информацию по этому обследованию необходимо подкрепить и другими анализами, такими как иммунный блот или иммунный блотинг. Иммунный блот – это второй этап лабораторной диагностики ВИЧ, обязательный. Суть метода. Иммунный блот заключается в том, что иммуноферментную реакцию проводят не со смесью антигенов, а с антигенами ВИЧ, предварительно распределенными методом иммунофореза по фракциям, располагающимся согласно молекулярному весу по поверхности нитроцеллюлезной мембраны. В результате основные белки ВИЧ, носители антигенных детерминант, распределяются по поверхности в виде отдельных полос, которые и проявляются при проведении иммуноферментной реакции. Лабораторным доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител к ВИЧ, антигена P25, P24, РНК или ДНК ВИЧ. Таким образом, окончательный лабораторный результат о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции предельно точен и достоверен только при постановке реакции иммунного блота. Вот здесь показана реакция иммуноблота отрицательная, значит, сомнительная, положительная, да, то есть вот когда все белки выявлены, это свидетельствует о том, что человек ВИЧ-инфицированный, и отрицательный блот, то есть человек здоров, да. Результаты теста подтверждают или исключают наличие ВИЧ в организме человека и обозначает как положительный, отрицательный или сомнительный. Если блот положительный, то есть положительный результат, значит, что ВИЧ обнаружен и человек болен ВИЧ-инфекцией, даже при отсутствии каких-либо проявлений заболевания и сохранении привычного самочувствия. Отрицательный результат значит, что ВИЧ не обнаружен, и это возможно в 3 случаях. Первый. Если человек действительно не болен ВИЧ-инфекцией. Второй. Если человек болен ВИЧ-инфекцией, но организм еще не успел выработать антитела к ВИЧ, или он называется период серонегативного окна. И третий, если болезнь перешла в стадию СПИД, когда иммунная система уже не способна вырабатывать антитела, а больной фактически умирает. Результат может быть и сомнительным. Сомнительный результат анализа могут быть при наличии и других острых или хронических состояний. Например, инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания, беременность, туберкулез, ревматизм, алкоголизм. Или свидетельствуют о наличии стадии инфицирования. Чтобы получить достоверные результаты тестирования на ВИЧ, требуется повторное обследование через 3-6 месяцев. В этот период необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение партнера. В домашних условиях можно использовать слюнной тест. Так, вот у меня картинки. Немножко отстает, по-моему. Так, лабораторная диагностика слюнным тестом. Значит, узнать свой ВИЧ-статус можно и в домашних условиях, проведя экспресс-тест по слюне. Тест по слюне состоит из тест-полоски, и на нее нанесено вещество, содержащее антигены к ВИЧ. Результаты теста доступны через 20 минут. Он используется в тех случаях, когда результат надо получить сразу же, когда люди боятся обращаться в лечебное учреждение. Однако, тесты, проведенные в домашних условиях, дают результаты, по которым не может быть поставлен диагноз ВИЧ-инфекции. В случае положительного, если он положительный будет, и необходимо сдать на анализ в медицинском учреждении. То есть, если будет положительный тест слюной, надо обязательно обратиться в медицинское учреждение для постановки иммуноферментной реакции и реакции иммунного блота. Таким образом, чтобы подтвердить ВИЧ-инфекцию, необходимо 2 положительных ИФА и положительный результат иммунного блота. Что касается самого теста, там есть инструкция по применению и как использовать, все расписано в этом тесте. Продается
в аптеках Республики Коми. Узнать свой ВИЧ-статус достаточно просто. Самый надежный способ сдать анализы крови на ВИЧ в медицинском учреждении. Пожалуй, главная причина, почему люди не обследуются на ВИЧ, это страх. В случае обнаружения ВИЧ об этом узнают друзья, коллеги, знакомые. Но тестирование может быть конфиденциальным, и оно у нас всегда конфиденциальное, или может быть анонимным. При конфиденциальном обследовании, несмотря на то, что медицинским работникам будет известна ваша фамилия, он не имеет права разглашать результаты вашего анализа, независимо от того, является он положительным или отрицательным. И уж тем более медицинский работник никогда не сообщит результат анализа по вашему месту учебы или работы или вашим родственникам. В случае анонимного тестирования сообщается номер, по которому вам и будет выдан результат анализа. В этом случае необходимо сообщить о себе какие-либо дополнительные данные. В этом данные, и чтобы поставить номер или какие-то вот фамилию, в общем-то, сообщать не обязательно. Да? Что такое период серонегативного окна? В ответ на заражение ВИЧ организм начинает вырабатывать защитные антитела, которые мы уже рассмотрели. Они используются врачами в качестве диагностического индикатора заболевания. Выработка антител к ВИЧ завершается, как правило, в течение первых 2-3-6 месяцев после заражения. А значит, что результат теста, выполненного ранее этих сроков, будет отрицательным при наличии вируса в организме, что обозначается как период серонегативного окна. В отдельных случаях выработка антител к ВИЧ завершается спустя 12 месяцев и после заражения. Вот почему рекомендуется неоднократное тестирование крови, а медицинское наблюдение врачом в течение года. Что же такое ВИЧ-статус человека и почему его так важно знать? Статус – это состояние или положение человека. Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровыми, не ведете беспорядочные половые связи и не употребляете наркотики, это не гарантирует отсутствие вируса ВИЧ в вашем организме. Вирус может десятилетиями присутствовать в вас без каких-либо клинических проявлений, а вы будете подвергать риску заражения своих близких и ускорять развитие СПИДа. То есть, если вы, допустим, были заражены ранее, да? Зная свой ВИЧ-статус, вы можете, во-первых, положить конец своим страхам и неопределенности, если в вашей жизни были ситуации, связанные с риском передачи ВИЧ. Сдав тест, вы узнаете, попал вирус в ваш организм или нет. Во-вторых, подготовиться к зачатию и родить здорового ребенка, даже если окажется, что вы заражены ВИЧ-инфекцией. В-третьих, вовремя начать и получать необходимую медицинскую помощь, регулярно получать антиретровирусное лечение и предотвратить развитие СПИДа. При этом, чем раньше вы узнаете о инфицировании, тем больше шансов продлить свою жизнь и улучшить ее качество. Сегодня это возможно даже в случае позитивного ВИЧ-статуса. В-четвертых, предотвратить передачу ВИЧ-инфекции другим людям. В-пятых, предотвратить развитие оппортунистических инфекций. Оппортунистические инфекции – это заболевания, вызываемые условно-патогенными вирусами или клеточными организмами, бактерии, грибки простейшие, которые обычно не приводят к болезни людей со здоровой иммунной системой. Такие заболевания могут быть вызваны вирусом Эпштейна-Барра, цитомегаловирусом, золотистым стрептококком, токсоплазмой, грибками рода кандида. Если ВИЧ-инфицированный человек не лечится, иммунитет его падает, то есть падает CD4 и CD8 клетки, лейкоциты, а количество вируса растет, то есть растет вирусная нагрузка. Вот здесь слайд, где показано, как растет вирусная нагрузка и уменьшается клеточный иммунитет. Большое количество вирусных частиц в крови обуславливает вероятность быстрого снижения количества иммунных клеток. Как результат, снижение сопротивляемости ко вторичным инфекциям, и в стадии СПИДа человек умирает. Как проявление и течение болезни.
Это снижение массы тела более 10%, длительная лихорадка или температура, подъем температуры, длительная диарея или жидкий стул, увеличенные лимфоузлы и поражение кожи. Значит, вот есть тут 4 слайда, картинки, клинические проявления ВИЧ-инфекции. Антиретровирусная терапия основана на воздействии лекарственных препаратов на ферменты вируса. Это протеаза, интеграза и обратная транскриптаза. Антиретровирусная терапия или АРВТ является этиотропной терапией ВИЧ-инфекции. На современном этапе не позволяет полностью элиминировать ВИЧ из организма больного. То есть уничтожить ВИЧ эта терапия не позволяет, но останавливает размножение вируса, что приводит к восстановлению иммунитета, предотвращению развития или регрессу вторичных заболеваний, сохранению или восстановлению трудоспособности пациента и предотвращению его гибели. Эффективная противовирусная терапия одновременно является и профилактической мерой, снижающей опасность пациента как источника инфекции. То есть он будет менее опасным в плане половом при подавленной вирусной нагрузке. Антиретровирусная терапия в настоящее время, как я сказала, что нет лекарственных средств, позволяющих излечить ВИЧ. Но существуют препараты, позволяющие продлить и улучшить качество жизни ВИЧ-инфицированных. Речь идет об антиретровирусных препаратах. Антиретровирусная терапия назначается, осуществляется под обязательным врачебным контролем. Вопрос такой: насколько продлевает жизнь ВИЧ-инфицированным антиретровирусная терапия? На этот вопрос специалисты отвечают так: на неопределяемо долгий период. Для максимальной эффективности терапии пациенту необходима высокая приверженность к лечению и строгое выполнение назначения врача. Целью антиретровирусной терапии является снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня ниже 50 копий вируса в миллилитре. Для лечения ВИЧ-инфицированного необходимо обратиться к врачу-инфекционисту центра СПИД Пушкина 103 или ответственному врачу по вопросам ВИЧ-инфекции на своей территории. У нас 20 муниципальных образований городов. На каждой территории есть врачи, ответственные по ВИЧ-инфекции, куда ВИЧ-инфицированный может обратиться независимо от прописки проживания. Ну вот здесь показаны, какие препараты существуют. Напоминаю, что все исследования и лечение бесплатные. Что необходимо делать, если ваш близкий человек болен ВИЧ-инфекцией? Наиболее эффективные и доступные средства – это ваша доброта, понимание, чуткость, дружба, помощь этому человеку, терпение, обязательно внимание, преданность, забота с учетом его специфики заболеваний, человечность, уважение и любовь. Основной задачей поддержки ВИЧ-инфицированному человеку является помощь в принятии диагноза и выработке или повышению приверженности к лечению антиретровирусной терапии. ВИЧ-положительные, которые борются с этой проблемой и которые открыто сообщили о своем заболевании, вот мы здесь покажем 2 фотографии. Это баскетболист Мэджик Джонсон. Он открыто заявил о своем заболевании, получает терапию и, в общем-то, живой. И телеведущий Павел Лобков в нашей стране. Сколько лет ему было? Уже длительное время. Благодарю за внимание.